Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как дальше работать с нашей надписью. И давайте займемся на этом уроке поправкой, да? То есть мы будем все-таки исправлять небольшие недоработки, которые возникли, возможно, уже на этапе рисования. Возможно, на этапе трейса. В общем, будем приводить в порядок. В принципе, у нас надпись уже выглядит достаточно законченной. На нем уже есть цвет, фон и так далее. Мы подобрали цвета. Теперь осталось немножко выровнять, все-таки улучшить внешний вид наших надписей. Больше всего, конечно, давайте возьмем какую-нибудь надпись, которая больше всего выглядит не очень. Скажем так, давайте мы чуть-чуть это, кстати, подвинем. Вот, здесь я считаю, что самый кривой у нас на данном примере слово «живет». Вы можете взять ту, которая вам больше всего кажется в вашем примере требующим поправки слова. Вот возьмем «живет» и сделаем еще раз, во-первых, линеечку потянем. Вы уже знаете, как делается по верхним, да, элементам и по нижним посмотрим. Давайте по букве «И». У меня получается это некий мой стандарт. Я взяла эту надпись. На самом деле надписи, они немножко имеют такие странные выступы и так далее. Как же от них избавиться? Для этого нам может пригодиться несколько инструментов. Давайте первый из них мы возьмем. Вот давайте перед тем, как мы начнем работу, закрепим. Он уже закреплен, да? Убедитесь, что ваш фон, он закреплен и не мешает вам, не будет мешать. Дальше мы выделяем обязательно вот этой черным инструментом. И следующий инструмент, который находится рядом с ним, называется прямое выделение. Можно его запустить английской буквой A. И теперь работаем. Давайте посмотрим, как же выглядит на самом деле векторный файл. Векторные элементы, они состоят вот из таких вот точек. Это не простые точки, это, скажем так, кривые Безье. И что это такое? Это манипулятор. Эти точки называются... То есть эти точки, они имеют манипуляторы, да? Вот одна точка имеет два манипулятора. Манипулятор 1 и манипулятор 2. От них зависит направление линий. Линии бывают двух типов. Первый, как вы видели, ручки идут по отдельности. Почему-то на каждом из них, что ли. Ну, давайте сделаем следующим образом. Выделим весь объект и затем вот одну точку, с которой мы собираемся работать. В данном случае пусть будет вот эта точка и вот эта точка. От них зависит вот этот бугорочек, который у нас вот появился. И здесь мы видим, что манипуляторы, давайте двух типов, скругленные и жесткие. Жесткие не имеют манипуляторов. Есть вот такие скругленные, они как бы цепляются, да, оба манипулятора зависимы друг от друга. Это именно тот тип, который нам нужен. Если же происходит иначе, вот один манипулятор пошел, а второй остался, никак это на друг друга не влияют, обязательно меняем точки на другое. Вот это немножко сложно, наверное, но в принципе, если мы сейчас начнем делать практику, будет понятно. Далее мы можем удалить лишние нам точки, вот эти, из-за которых получаются вот эти волнообразные искривления. Мы их удаляем не просто кнопочкой Delete, а если мы это сделаем, что произойдет? Произойдет не очень хорошая вещь. Мы как бы сделаем Delete, удаляем, там остается на самом деле дырка, поэтому обязательно удаляем здесь именно в этом инструменте с помощью вот этого минуса. Притом мы можем выделить через Shift несколько точек и удалить их
с помощью вот такой. И таким образом мы избавляемся от ненужных нам точек, благодаря чему наша надпись станет сейчас выглядеть иначе. Уйдут вот эти вот неровности всякие, мы их как бы убираем, линии становятся лучше. То есть, когда мы видим вот такую длинную линию, достаточно только 2 манипуляторов в начале и в конце. То есть посередине, если мы видим разные точки, они нам ни к чему. От них лучше избавиться. Обязательно держим Shift, чтобы удалить вот несколько штук. Есть, видим, да, что выделенный объект, он становится синего, не выделенный белого. Вот. Дальше что мы делаем? Мы обязательно работаем, когда мы удалили лишнее, обязательно смотрим, чтобы опорная точка вот эта вот была, манипуляторы были созависимыми друг от друга. Это даст нам плавность линий. Обязательно. Ну и дальше мы должны следить за тем, чтобы манипуляторы шли ровно по, как бы, направляли линию туда, куда нам это необходимо. В данном случае, вот, например, буква И я делаю вот так. И манипулятор сам тоже, кстати, можно немножечко подвинуть, если надо. А буква И стала гораздо лучше выглядеть. Что касается, давайте, других букв. Буква Ж. Будем ли мы здесь... Кстати, насчет И, видите, здесь у нас идет очень тонкая верхняя часть, а здесь достаточно толстая. Поэтому мы немножко подправляем, манипулятор двигаем и добиваемся того, чтобы у нас буковки были ровными. По крайней мере, немножко были похожи друг на друга. Вот опять не то. И здесь тоже видим лишние точки. Стараемся от них избавляться. Таким образом выравнивать наши буковки. Что делать, если буковки кривые, да, скажем так? Буква Ж, она должна подняться наверх. Мы тогда аккуратно выделяем только его. Либо мы это можем сделать через Q, вот лассо, есть лассо. Мы через лассо выделяем только вот эту часть и аккуратно стрелочками вверх, которые направляют вверх, мы можем двигать и подправлять. То есть мы, в принципе, букву Ж подняли, а также мы здесь можем регулировать, также полностью повторить все действия, работать с манипуляторами, воздействовать на толщину, наклон, на все. То есть мы, в принципе, можем полностью имеем контроль над каждым элементом того, что у нас здесь происходит. Мы можем все это дело контролировать, двигая каждую точку. Подправляем. Хочется больше наклона. Тоже все это дело подправляем. Здесь мне не очень нравится, что здесь есть тоже дополнительный элемент. Мы его убираем. И буква Ж встала так, как нам нужно. Дальше идем буква В. Давайте мы его тоже немножечко подвинем. Тоже используя инструмент лассо, выделим этот объект. Также стрелочками поднимаем его наверх. Его подняли. И смотрим здесь, что происходит. Здесь мы видим, здесь, конечно же, искривления вот эти вот все надо убрать. Вот эти точки лишние мы удаляем.
Отправляем манипуляторы, смотрим, чтобы манипулятор не был такого вида. Сюда нажимаем, чтобы он был созависим от соседнего манипулятора, чтобы они двигались вместе, как качели. Здесь мы тоже можем это убрать, и вытягивая этот манипулятор, делаем толщину. Здесь мы также видим, что не очень ровно, и здесь не очень ровно. Тоже убираем лишнее. Да, вот. Здесь мы тоже видим, что идет не очень ровно. Все это легко исправить, если мы удалим лишний манипулятор. Там мы берем воздействие. Нам достаточно нескольких манипуляторов. Тогда у нас контроля гораздо больше. Контроля гораздо больше. Все делается гораздо аккуратнее. Тут то же самое. Удаляем лишнее. И здесь. И тут тоже. Удаляем и аккуратненько работаем с тем, что у нас осталось. Буква В у нас благополучно тоже исправлена. Смотрите, здесь мы, так как поднимали букву В, искривились вот эти соединения элементов. Но ничего страшного, мы, во-первых, поднимем сейчас букву Е. И дальше, уже работая с нужными нам манипуляторами, мы уже доведем эту работу до конца. То есть вот эту точку, если мы уберем, да, и вот эту точку поднимем наверх, сделаем такое верхнее соединение. Тут то же самое, здесь удалим лишние точки. Все получается вот таким образом. Мы, кстати, эту точку можем сделать жесткой. Так, если не получается, ну, манипуляторы просто прячем, убираем. Добились жесткости здесь. И вот так. Убираем, тянем, регулируем ручки. Обязательно смотрим вот это. Убираем излишки. И картинка сама собой начнет меняться в лучшую сторону, если мы избавимся от лишних манипуляторов. Да, это достаточно кропотливая работа. Тут нужно большое внимание и терпение, так как мы все-таки часть работы сделали традиционным образом, мы как бы все-таки уменьшили нашу работу. То есть если это делать все вручную, рисовать все заново, тут, конечно, работы было бы очень много. Видите, живее получилось очень аккуратно. Осталось только вот повозиться с буквой Т. Тоже его мы поднимаем. Вот эту нижнюю опустившуюся часть мы тоже можем поднять. Давайте попробуем удалить все эти манипуляторы лишние. Если что, если неправильно удалили, можем Ctrl-Z, либо вот так ручным образом здесь инструментом перо добавить новые. И здесь все это, соблюдая все
неровности начинаем подправлять. В общем, таким образом мы будем работать с остальной частью нашей надписи и менять его в лучшую сторону. Если здесь не хватает, мы ставим плюсиком так и перемещаем уже вот таким вот образом. Все, до встречи на следующем нашем уроке.